Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире АЛЛАТРА24, программа «Социум». По итогам 4 месяцев этого года правоохранительными подразделениями Государственной таможенной службы выявлено почти 400 фактов таможенных правонарушений. Взыскано штрафных санкций на очень крупную сумму. При этом возмещение ущерба в госбюджет по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось. Противодействие контрабанде – тема программы «Социум». Все вопросы мы адресуем начальнику управления по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы Алмазбеку Мамытбекову. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. В средствах массовой информации довольно часто появляются сообщения о том, что правоохранительные органы Государственной таможенной службы задержали контрабандный груз. Это табак, это телевизоры, но есть еще и ряд других продуктов и товаров, которые завозятся контрабандным путем на территорию нашей республики и пресекаются вашими специалистами. Скажите, пожалуйста, какова статистика? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Контрабанда – это больной вопрос любого государства, который влияет напрямую на бюджет страны, на экономическую безопасность. Но если остановиться на статистике, за 2018 год правоохранительным подразделением таможенной службы было выявлено 1601 фактов правонарушений в сфере таможенного законодательства. Из них административные правонарушения 1361 фактов. При этом штрафные санкции по этим административным делам составили 8,5 миллионов сомов, это вот за прошлогодний период. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличение составило более чем на 800 тысяч сомов, или в процентном выражении 9,9%. Кроме этого, в следственные органы нами было направлено 240 собранных материалов, из них было возбуждено 149 уголовных дел. По этим возбужденным уголовным делам государству было возмещено ущерба на 89,4 миллиона сомов. Кроме этого, конфисковано товаров на 2,8 миллионов сомов. Если остановиться за 4 месяца текущего года, то тоже факты выявления тоже у нас нормальные, хорошие. За 4 месяца было выявлено 493 фактов нарушения таможенного законодательства. Как вы знаете, в этом году с Нового года были изменены, то есть законодательство изменено, то есть новые кодексы, реестры новые. Если раньше мы административные правонарушения регистрировали в своих ведомственных журналах, то теперь такие нарушения вводятся в единый реестр. Там по реестру нарушений заведено 397 дел о нарушениях, при этом наложена и взыскана сумма в сумме 2,8 миллионов сом, уплачено таможенных платежей при этом на 43 миллиона сомов. Скажите, пожалуйста, какие основные товары завозятся незаконно на территорию нашей республики и из каких стран? Ну, во-первых, должна быть ценовая разница. И такие товары, которые используются повседневно. Это, например, продукты питания, одежда, мобильная связь, аксессуары, телефоны, продукты питания. Все те товары, которые пользуются повседневным спросом. И в основном контрабанда идет, например, сельхозпродукции из Таджикистана и Узбекистана, овощи и фрукты. Ну, с таким мнением мы не согласны, что вся ввезенная продукция из сопредельных государств ввезена незаконно. Мы не совсем согласны, потому что в этом направлении таможенная служба также ведет усиленную постоянную работу. Есть определенные результаты, допустим,
Если мы не будем пресекать ввоз сельхозпродукции на территорию республики, значит, мы не сможем защитить отечественных сельхозпроизводителей. Так Поэтому точно. скажите, пожалуйста, вот как вы выявляете незаконность ввозимой продукции? Не вся продукция возится незаконно. Есть люди, которые живут близ границы, ближе, если они вот ежедневно, ну, это их жизнь, допустим, выращенную продукцию они к нам завозят, то есть не завозят, а перемещают вручную. От нас тоже туда уходят. Это в рамках закона, то есть с соблюдением всех норм для физических лиц перемещают товары. Кроме этого, основной объем товара оформляется законно с уплатой всех причитающихся налогов, платежей. За 4 месяца текущего года нами было задержано сельскохозяйственных товаров общим весом более 510 тонн на сумму 16,9 миллионов сомов. То есть в этом направлении также ведется работа усиленная, и утверждать, что все ввезенная сельхозпродукция незаконная, это не совсем правильно. Расскажите, пожалуйста, еще о крупных таких фактах, которые были задержаны по контрабанде. В прошлом году мы задерживали с Китая мясо в особо крупном размере, это более 83 тонн. Они везли данный товар под сокрытием, то есть под видом другого товара, то есть сверху загрузили другой товар. Но мы по информации, по определенной работе, по анализу мы выявили данный факт. Вот недавно тоже в средствах массовой информации было опубликовано, задержали около 8 тонн кальянного табака. Ну вот интересно, что депутаты, средства массовой информации и Ассоциация нефтетрейдеров постоянно говорят о контрабанде ГСМ с территории Казахстана. Скажите, пожалуйста, что делается по этому вопросу? Во-первых, как вы знаете, Кыргызская республика в связи с вступлением в Евразийский экономический союз решением Высшего экономического совета и распоряжением правительства таможенный контроль на кыргызско-казахской границе был отменен. То есть с 12 августа 2015 года фактически таможенная служба на том участке границы контроля мы не ведем. И контроль за перемещением товаров в рамках взаимной торговли между странами-участниками ЕС у нас компетенции нет, то есть не имеем права. Это первый вопрос. То, что с Казахстана возится контрабанда ГСМ, во-первых, само применение термина контрабанды не совсем корректно. Да? Вот, согласно статьи 223 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, контрабандой признается перемещение товаров через таможенную границу в крупном размере с сокрытием или помимо сопряженное недекларированием или недостоверным декларированием. То есть в данном случае Республика Казахстан является государством-участником ЕАЭС, то есть Евразийского экономического союза, и соответственно кыргызско-казахская граница не является таможенной границей. В связи с чем применение термина контрабанда в отношении товаров, которые крутятся в рамках взаимной торговли между странами-участниками ЕС, не совсем правильно. А что вы можете посоветовать участникам внешнеэкономической деятельности? Ну, во-первых, я бы их попросил не нарушать таможенное законодательство, так как ранее озвучил, это большая беда, большой вопрос для любого государства. Это ущерб экономической безопасности, ущерб государственному бюджету. И попросил бы стараться не нарушать. А вы, в свою очередь, будете усиливать меры, да, по противодействию контрабанде? Работа ведется усиленно, ну, еще усиленно, но мы еще и приложим все усилия для создания благоприятных условий для законного бизнеса. Большое То есть спасибо создаем за компетентные ответы. Я желаю вам удачи, уважаемые телезрители. Напомню, что мы беседовали с начальником управления по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы Алмазбеком Мамытбековым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.